Доброго дня, дорогие телезрители национального телевидения в эфире телеканалов НВК Саха и Якутия-24. Замечательная программа «Подворье», которую вот уже почти месяц веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И мы ранее, в начале этой недели, уже запустили конкурс целого республиканского уровня, конкурс «Бань», на который любой желающий может прислать заявку на съемку своей частной бани, участвовать в нашем конкурсе и после того, как пройдет этап голосования, получить шанс стать победителем нашего первого конкурса «Бань». На самом деле, раньше, насколько я помню, я вот уже 30 лет на телевидении, не было такого, что люди присылали видео, фото, или там мы выезжали, устраивали какие-то конкурсы по именно этому специфическому санитарному узлу. Но я бы хотел сказать, поступило очень много обратной связи, то, что вот сравнивать там бани олигархов и бани простого человека, это как-то некорректно. Но на самом деле, еще раз говорю, в банях есть у нас специалисты, такие, которые оценят не только на самом деле интерьер, хотя и это важно, качество применяемых материалов, продуманность, философия, атмосфера даже. Ведь бывает банька таких, знаете, 30-х годов прошлого столетия, в которую зайти и ощутить вот тот, я не знаю, дух банный, да, это, знаете, такой кайф. И какой же конкурс без замечательного получается приза? А приз нам предоставляет замечательная компания «Элеком», с которым это, я говорю, программа и «Дом с умом», и многие эти вещи, как строительного плана и так далее, я веду в течение уже более чем 5 лет, постоянно сотрудничаю. И ребята с «Элекома» молодцы. Они мало того, что держат сегмент тех вещей, которые невозможно представить, вернее, без которых невозможно представить любой частный дом. Это и системы бесперебойного питания для котлов, да, без чего не может обойтись ни один частный дом. Это и системы защиты кабеля, вообще электрической сети, домашней электрической сети, о правильном использовании которых тоже в свое время расскажут специалисты компании «Элеком». И, конечно же, это инновационное применение солнечных панелей в домашней энергосистеме. И я рад приветствовать Арсена Птицына. Здравствуй, Арсен. Здравствуйте. Менеджер компании «Элеком», который любезно нам, еще раз говорю, продемонстрирует тот приз, который компания «Элеком» представляет на наш конкурс «Бань». Давай расскажем, откуда, что такое инко и откуда этот зверь появился, и вообще это не, скажем, заслуживает ли доверия вообще в целом? В общем, да, заслуживает. Получается, он на рынке новый, сырой. Примерно 8-10 год, дата выпуска. До этого они делали запчасти, этим ассоциировались. Вроде как для Bosch и Makita идет. Сейчас они, получается, делают от отверток до сварочных аппаратов. Совершенно все электропродукция. Ручной инструмент и... Да, вообще все. Так, инко. Инко, он разделяется на инко стандарт, да, без вот этой приставки Industrial. Да, Industrial более профессиональная серия. Это как Bosch Professional и Bosch зеленый, да, получается, да? Далее, родина происхождения — это Китай. Китай. Но, смотрите, Арсен, есть же откровенно китайские бренды, типа там, которые выпускаются а-ля российские, типа там Чемпион и так далее, и так далее. Да. Отличие получается инко от подобной продукции какова? Ну, у них все прозрачно, во-первых. А обратная связь есть. Есть сайт хороший. Все доступно, все на русском языке получается. У некоторых Чемпион может быть... У них, кстати, и инструкция идет, правда, английский, китайский, но на сайте, в интернете это все можно найти, потому что они не рассчитаны как бы на российский сегмент, только-только переходят. Все потом все русифицировано будет со временем. На самом деле я не в первый раз пользую инко, я брал на тест замечательный шуруповерт, который меня приятно удивил. Я назвал его DeWalt для бедных. Да, ну, в принципе, цветовая гамма тоже как бы совпадает, да, желто-черная такая. DeWalt для бедных. Представьте себе аккумулятор на 1,5 ампера, он у меня проделал 120 дырок окаменевшей лиственницы, да, под косой шуруп. Это, я считаю, очень хорошее достижение для 1,5 амперного шуруповерта. А приз, который конкурс «Бань» выставляется, это
более чем шуруповерт, друзья мои, это более чем даже циркулярная пила, кстати, вот тоже компании Инка, да, который мы в качестве нагрузки сегодня будем использовать. Генератор четырехтактный на 6,5 киловатт получается, да? С электростартером идет. С электростартером. То есть смотрим конструктивно. Вот здесь вот маленький аккумулятор на 9 ампер, который используется для пуска двигателя. И получается, так как двигатель четырехтактный, то есть бак заправляется не смесью масла и бензина, Арсен, да, а получается заправляется отдельно. То есть вот этот вот картер, да, пробка вот этого картера, туда заправляется машинное масло 10 на 30 и отдельно бензин сюда. То есть нет необходимости бодяжить, скажем так, рабочую смесь, как мотоцикл. Все верно. Получается. Все верно я говорю, да? Есть возможность ручного старта. Вот, скажем так, аналог кикстартера, да? И что немаловажно, пуск производится при помощи, получается, ключа. Давайте мы сейчас попробуем продемонстрировать данный. Ну, не будем полную нагрузку давать, просто можно было две, конечно, пушки такие сделать, да, выдержит или не выдержит. Ну, давайте пока на 4,5 киловатта, я думаю, более чем достаточно. Хорошо, на правах хозяина, Арсен, или, ну да, масло есть, проверяется щупом. Вот смотрите, есть щуп, Андрей, подойдите, пожалуйста. Оператор у нас бессменный Андрей Рукавишников. Смотрите, есть лампочка недостаточного уровня масла. Поэтому вот щуп, он определяет, достаточно масла в картере или нет. Всегда проверяйте вот этот вот момент. При недостаточном уровне генератор просто не запустится. Элементарно. Ну все, как на лодочных моторах, как на мотоциклах некоторых, закручиваем щуп обратно. Конструктивно. Вот аккумулятор, выходные сокеты, это прерыватель цепи, стартер, получается, топливной краник. Здесь находится воздушный фильтр и регулятор на, скажем так, дроссель открыт, дроссель не открыт. Ну, помолясь с Богом, давайте попробуем запустить. Индикатор уровня топлива, кстати, вот здесь находится. Да. Ну, у нас небольшое количество, мы залили порядка 2 литров, 25-литровый бак. Ну, минут, наверное, скажем, 5, так он проработает, наверное. Ну, Всё. должен. Да. Кран открыт. И получается положение он. И далее смотрим напряжение. Смотрим напряжение. Напряжение пошло. Арсен, давайте попробуем нагрузить. Все пошло, да? Пошло? Нагревается. Ну тут визуально будет видно. Давайте попробуем сюда, а? Вон. Нет, не крутится. Нет, давай попробуем тот пилу нагрузить. Давайте. Этот отключаем пока. Размотай кабель. Или так давай втыкать. Нажми-ка гашетку. Все понял. Давай. Все работает. Работает. Давай еще нажми. Сейчас еще раз.
работает, 1,5 киловатта работает. Так, попробуем одновременно. Все работает, вентилятор крутится и одновременно крутится. Напряжение при этом. Да. Ну все, можно снимать. Этот отключить. В принципе, 4,5 киловатт. Ребята, наверное, на том конце от грохота ошалели. И, в принципе, как мы убедились, 4,5 киловатта нагрузки генератор держит. Мы закроем дроссель и закроем кран. Жди своего владельца, называется, да? Такой вот замечательный приз на наш не менее замечательный конкурс республиканского уровня бань. Кстати, есть у тебя частная баня? Частная баня? Да. Нет, но собираюсь построить. Собираешься строить, да? Ну, в принципе, есть целая философия, посвященная этому очень приятному аспекту. У меня небольшая банька 3×4, разделенная между тем с готовой печкой, не такого, не сварного, не особой специальной конструкции, но в принципе меня это устраивает. И первый участник у нас был, и заявки есть на несколько бань, которые наши умельцы поставили на своих частных участках. И тот, чья баня, скажем, по итогам зрительского голосования и по итогам оценки экспертов, которые предварительный допуск сделают, имеет шанс получить вот этот вот замечательный, еще раз говорю, четырехтактный генератор мощностью 6,5 киловатт от компании Inca Industrial. Я еще раз повторюсь, есть обычный Inca, да, вот он, смотрите, просто Inca, да. А, это тоже Industrial? Это тоже Industrial. Угу, Industrial. Да, и есть просто обычный Инка, он более желтее, как Стэнли получается цвет, да? Да. Как вот этот вот. И Инка Industrial, он такого ближе к оранжевому цвету получается. Ну, все, что, скажем так, генератор в рабочем состоянии запускается, ток дает, прерыватель работает, система оповещения работает. В этом мы убедились. Еще раз говорю, осенью, в сентябре, кому-то из наших зрителей, кому-то из наших подписчиков, кому-то из наших участников очень замечательным образом повезет. И при условии того, что его баня будет отвечать в максимальной степени требованиям нашего конкурса от компании Элеком и от нашего программы «Подворье», вы получите вот такой вот замечательный подарок. Я, кстати, запускал голосование, да, на Инстаграме, говорят, что должно быть на каждом частном доме. Ответы были совершенно разные. Начиная от собаки, в чем я согласен. Ну, собака собаки рознь. Еще раз, правила благоустройства, правила содержания домашних животных никто не отменял. Кстати, мы отдельный выпуск, наверное, посвятим этому, вот как нужно надлежать содержать домашних животных. Гараж, говорят, ну, понятно, если дом, то с гаражом, конечно, у нас уровень жизни сейчас растет, автомобили по 2, по 3 на семью приходится, да? Ворота, ну, ворота понятно, калитка там и так далее. Но ответы были самые разные в нашем, еще раз говорю, инстаграм-аккаунте «Подворье», нижнее подчеркивание, ЕК24. Можно, в принципе, ознакомиться вот с этими замечательными ответами. И никто не дал ответ такой, что должна быть система бесперебойной подачи электричества. Потому что, как на собственном опыте, да, вот лето, хорошо, что летом. Ветерок же был вот этот недавний. Да, был сильный. Обесточен был, да, ну, не сказать, что сильно, там 15 метров было, да? Обесточены были Сергелях, обесточены были Покровский тракт, обесточена была Марха. Очень большое спасибо оперативным службам Якутскэнерго, которые, ну, как им кажется, максимально быстро исправили вот эту вот аварию. Но вся округа, короче, грохотала генератором. Вся округа, то есть сутки нету электричества, холодильник же тают. Поэтому в каждом хозяйстве, где есть потребление электрического тока 220 вольт, обязательно должен быть генератор. И, конечно же, очень удобно, что есть вот этот вот стартер, который позволяет запускать. Кстати, Арсен, а можно ли вообще использовать, применить какую-то схему, которая бы в случае исчезновения напряжения в сети автоматически запускала бы генератор? Да, конечно. Через что это можно добиться? Ну, через источник бесперебойного питания, то есть ИБП нужен будет.
Нужно будет обязательно провести заземление на генератор. Мгм. Без этих условий он не будет автоматически А запускаться. контроллер вообще, запуск генератора посредством чего будет осуществляться? АВР. АВР. Это Автоматический запуск получается. резервной источник? Да, да, да. Ага. Ну, в принципе, это отдельная тема для того, чтобы мы рассказали, как сконструировать, поставить, рассчитать и эксплуатировать беспроблемно абсолютно такие системы, которые в случае отключения аварийного или там планового отключения сети в автоматическом порядке позволят запускать генераторы. Источники бесперебойного питания — это отдельная тема тоже, об этом тоже мы скажем. И еще раз говорю, вот эти инновационные солнечные панели, которые с успехом применяются на многих заимках. Мужики уезжают же на охоту, ставят там 2-киловаттные панели, ни в чем себе не отказывают, в смысле зарядка ноутбука, там, телефонов и прочей радости. Холодильник, конечно, он не выдержит, но есть у меня замечательный опыт использования 2 панелей по 2 киловатта, да, всю зиму. Мужчина по семейным обстоятельствам вынужден был провести 2 зимы в чистом поле без ничего, получается. Ну и потребление у него было минимальное, лампочка, зарядка ноутбука и так далее. И на двух панелях и на аккумуляторе 100 ампер он вытянул 2 зимы. Ну, надо ему... Это вообще нормально. Медаль ему нужно, скажем так, поставить, вручить. И я связываюсь с нашей студией, или попрошу студию набрать мне. Лучше вот так вот. А пока, Андрей, да, еще раз, наш призовой генератор на 6,5 киловатт. Производство компании Инка, серии Инка Industrial. Вот такой вот конструктив. И еще раз мы нагрузили, кто не верит, пушку на 3 киловатта, получается, да? Пушку на 3 киловатта нагрузили и циркулярную пилу на 1,5 киловатта. Суммарно получается 1,5 киловатта мы нагрузили на этот, и в принципе он не заглох, мне это самое напряжение держало. Поэтому, дорогие друзья, принимайте, пожалуйста, участие, присылайте заявки на участие в нашем республиканском уровне конкурсе «Бань» и получите шанс выиграть вот этот замечательный генератор производства компании «Инка» от не менее замечательной компании «Элеком», где мы сейчас и находимся, и произвели пробный пуск, нагрузку. В принципе, как мы все убедились в прямом эфире, ну, не без казусов, конечно, но все работает. Надо было просто вот этот цикл брекер поставить в положение «Он». Ну и все, давайте увидимся ровно через неделю. Следующая неделя будет неделя Дарьи Анкехова, а я с вами встречусь на мужских темах ровно через неделю, с понедельника по пятницу. Увидимся. Bum 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 bum